У сельхозпредприятия Алекмы хорошие перспективы. Айсен Николаев ознакомился с сельхозобъектами Алекминского района. Новый асфальт в Ленске. На каких улицах успеют завершить работы? Кубок Дальнего Востока. Якутская сборная по американскому футболу примет участие в соревнованиях. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Алекминские поля сельскохозяйственного научного кооператива «Поиск» на сегодняшний день занимают значительную площадь. И возможности позволяют ее увеличить, доложил руководитель республики, глава научного сельхозкооператива Алексей Самсонов. Айсен Николаев сегодня работает в Алекминском районе. К этой минуте он ознакомился с работой сельхозпредприятий района. Возможности алекминских земледельцев приятно удивили руководителя региона. Более того, по общему выходу похоже на то, что Алекма уже смогла опередить Амгу. Вместе с тем, пищекомбинат «Кладовая Алекмы» недавно расширил рабочие площади. Здесь отлажено производство сыра, кисломолочки, масла и молока. Айсен Николаев отметил, что сегодня необходимо решить вопрос с зимними месяцами, когда молока становится меньше. Уже сейчас предприятие может предложить продукцию крупным компаниям, которые давно готовы ее приобрести, но необходимо нарастить объемы. Во время встречи была озвучена идея о создании убойного пункта, тем самым были бы решены вопросы на зиму. На эту идею Николаев поддержал. Жители Оленька начнут работу на Верхнем Унском месторождении уже в этом месяце. Оленёкский район сотрудничает с компанией «Алроса» по социально-экономическому развитию муниципалитета. По словам главы района, уже на этой неделе учреждение «Оленёк-Сетим» начинает набирать людей, которые будут работать в вахтовом поселке. Это порядка 35 человек, а 50 уже прошли стажировку в Удачнинском ГОКе и будут приняты на работу в компанию на постоянной основе. Он также пояснил, что согласно подписанному недавно соглашению район будет получать ежегодно 100 миллионов рублей в течение 5 лет. ЦИК и Роскомнадзор направили компании Google письма о недопустимости вмешательства в российские выборы. Это связано с распространением призывов к акциям в день голосования, что является нарушением российского законодательства. Это стало одной из основных тем рабочего совещания членов Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Кроме того, соответствующие предостережения направили прокуратура и ФАС. Об этом сообщает РИА Новости. Между тем, повсеместно идет подготовка к предстоящим выборам. Так, в Алданском районе на участках ведется прием заявления о включении в списки избирателей и о голосовании по месту нахождения. Жители отдаленных поселков уже заполняют бюллетени. 50 граждан сделали выбор досрочно. Там, помимо главы республики и депутатов ЛТУМЭН, жителям предстоит выбрать главу района и депутатов районного совета. Избирательным правом могут воспользоваться 29 450 человек. Участковые избирательные комиссии Алданского района приступили к своей работе 29 августа. С этого дня участковые избирательные комиссии приступили к работе в режиме пунктов приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Данная технология применяется при проведении выборов главы республики, а также при проведении выборов народных депутатов Республики Саха-Якутия. Также с этой даты участковые избирательные комиссии приступили к проведению досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии. За 20 дней до дня голосования началась процедура досрочного голосования в отдаленных труднодоступных местностях. Жители многоквартирных домов в скором времени смогут повлиять на размещение в цокольных этажах магазинов и салонов красоты. Если большинство владельцев не разрешит переводить жилое помещение в нежилое, никакая инстанция не сможет это опротестовать. В правительстве убеждены, что такая норма позволит избежать конфликтов между жильцами и коммерсантами, урегулировав их в самом начале процесса. Правительство уже внесло на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект. Историческое событие – запуск новой водоочистной станции в Якутске. Горожане ждали этого несколько лет. Сколько стоит проект, насколько он отвечает современным требованиям и как будет работать. И самое главное, какого качества и чистоты воду будет теперь поставлять водозабор. Репортаж Ланы Ильиной. Свершилось. Водозабор запущен. Объект сдан досрочно. Событие для Якутска историческое. Потребность в чистой воде у города была с 80-х годов прошлого века. Стройкой занималась израильская компания «Тахал». На ее счету очистные сооружения Санкт-Петербурга, Оренбурга, Турции и Южной Африки. Работа с фундаментами в условиях вечной мерзлоты при температуре минус 50 градусов – это, конечно, сложно. Проект является уникальным.
как в проектировании, так и в строительстве. Но благодаря взаимопониманию с нашими партнерами мы смогли завершить этот проект, несмотря на его сложность и уникальность в установленные сроки. Цена объекта – 5 миллиардов рублей. 188 миллионов выделили из республиканского бюджета, 360 миллионов – деньги водоканала, 4,5 миллиарда рублей – кредит. Они будут возвращаться за счет тарифной выручки водоканала. Ну и, конечно же, государство в лице Республики Саха-Якутия дало гарантии по этому кредиту, и мы будем возвращать, поэтому процентные платежи по этому кредиту будут брать на себя правительство республики. При этом хочу сказать, что уже в этом году мы провели реструктуризацию кредита, которые ранее были взяты по высокой процентной ставке. Сейчас она снижена до 9% годовых, с небольшим по банку ВТБ отработано, и это дает экономию бюджета республики в год порядка там 70-90 миллионов рублей. Водозаборная станция построена. Только чистая вода потечет по старым трубам. Реконструкцию инфраструктуры начнут в ближайшее время. Это пример не только для северных регионов, это пример для многих городов нашей страны. Тема чистой воды, я уже сказал об этом, это вопрос национальной безопасности. Именно поэтому мы запускаем с 2019 года федеральный проект «Чистая вода» в исполнении указа президента. И будем помогать таким проектам, будем помогать таким активным регионам для того, чтобы не только в областных центрах была чистая вода, но и в других городах и Якутии, и других регионах. Вода – это жизнь. Качественная вода – это качественная жизнь. Начнется она с 14 октября. В водоканале громогласно заявляют, воду можно будет пить из-под крана. Лана Ильина, Павел Пахомов, Якутск. В Нерюнгринском районе начинается отопительный сезон. Из-за нестабильной температуры там принято решение с 6 сентября приступить к запуску тепла по социальным объектам, а также по жилым домам. По объектам производственного назначения и торговли, имеющим задолженность, тепло будет подаваться после погашения долгов. Главы поселений дадут старт отопительному периоду в зависимости от наличия запаса угля в котельных, реально сложившихся среднесуточных температурах наружного воздуха. 3 сентября издано постановление Нерюнгринской районной администрации о запуске отопления с 6 сентября на территории Нерюнгринского района. При этом необходимо отметить, что по состоянию на 4 сентября у нас готовность объектов и подписание паспортов готовности к отопительному периоду по объектам жилищного фонда составляет 94%. По объектам здравоохранения 95% и объекту образования и культуры подписаны на 100%. При этом хочу обратить внимание на то, что у нас с 4 числа с 12:00 до 17:00 5 числа Нерюнгринской ГРЭС будут проводиться работы по устранению дефекта на магистральных тепловых сетях второй очереди. При этом работы должны быть закончены до начала отопительного периода. На улице Пролетарская в Ленске уложили новый асфальт от Перекрестка и до Дзержинского. Работы на оставшемся отрезке дорожного полотна начнутся, как только будет открыта уже заасфальтированная часть. Напомним, что в этом году уже был уложен новый асфальт по улице Дзержинского. Долгожданный тротуар появится там в следующем году. Продолжаются подготовительные работы и по улице Победы. В этом году заасфальтировать ее уже не удастся, но снять старый асфальт и сделать ямочный ремонт дорожники успеют. Якутская государственная академия сотрудничает с другими странами по обмену студентов. Проект реализуется с прошлого учебного года. Всего по программе обмена обучается около 50 студентов. Первым шагом стало сотрудничество с Казахским агротехнологическим университетом. 10 студентов академии поехали в Астану. Такое же количество молодых людей прошли практику в стенах Якутской сельхозакадемии. Также якутские студенты практиковались в Германии. На днях в академию приедут из Казахстана, а во втором семестре якутяне поедут в Канаду. В данное время в Баварии находятся 2 наших студентов, которые прилетают в сентябре. Они проходят практику, сельскохозяйственную практику. Также 11 наших студентов скоро выезжают по обменной программе в Казахстан. После Нового года со 2 семестра мы планируем отправить на стажировку преподавателей по научным работам, по проектам, также студентов и аспирантов в Канаду, университет Лаваль. Конкурсный отбор обязательно, чтобы были хорошие проектные работы по научной теме и знание английского и французского языка.
Якутская сборная по американскому футболу поборется за Кубок Дальнего Востока. Соревнования пройдут с 14 по 16 сентября во Владивостоке. Наша сборная встретится с командами из Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре. Готовы ли наши ребята к чемпионату, узнавала наш корреспондент Анастасия Кобызева. В американский футбол играют не только где-то там, далеко за океаном, но и у нас в Якутске. Не зря американский футбол называют игрой для настоящих мужчин. Это большая физическая нагрузка, обилие силовых приемов и знания определенной тактики. Американский футбол очень агрессивная и жестокая игра. И женщинам здесь уж точно не место. Врачи, предприниматели, менеджеры, студенты. Якутская сборная по американскому футболу. Якутские ботуры – молодая и перспективная команда. У ребят красная форма. Агрессивный цвет соответствует духу команды. В американский футбол Анатолий, педагог по профессии, пришел 3 года назад. Считается ветераном. За время тренировок и матчей десятки травм. Здоровый, да, у меня есть травмы колена, травмы пальцев, но это меня не останавливает, это больше меня стимулирует, и я развиваюсь, чтобы стать сильнее. Как говорится, сломанная кость становится только крепче. Тренировки 3 раза в неделю по 3 часа. Нагрузки собираются увеличить. Впереди Кубок Дальнего Востока по американскому футболу. Есть экипировка и огромное желание играть. Проблема одна – нет финансовой поддержки. Как может, то есть кто-то год копил, кому-то помогают, кому-то работа, у кого-то проездные есть, и таким образом, да. Ребята уверены, будет призовое место. Собираются развивать американский футбол в Якутии. Кто знает, возможно, через несколько лет игра для крепких парней станет культовой и в нашей республике. Анастасия Кобызева, Григорий Охлопков, Якутск. На этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.